Мартовское наступление вошло в историю Отечественной войны народа Абхазии как самая неудачная наступательная операция. В тот день было очень холодно, шел сильный дождь. Кажется, и сама природа была против. Для того, чтобы освободить нашу столицу от грузинских оккупантов, нашим воинам нужно было перебраться через реку Гумиста. Наши бойцы знали, что идут на верную смерть. Многим из тех, кто в ту ночь переправился через реку Гумиста, чтобы освободить родной город от грузинских оккупантов, не было и 18 лет. Подделав свои документы, молодые бойцы встали на защиту Родины. Тогда здесь погибли сотни абхазских воинов, а те, кому удалось остаться в живых, каждый год собираются у Гумисты, чтобы вспомнить своих боевых товарищей и друзей. Особенно тяжело в этот день матерям погибших. Мама Даура Ахба вспоминает, что в ту ночь ей было неспокойно. Но, увидев во сне живого и невредимого сына, посчитала это хорошим знаком и надеялась на его возвращение. والصحة بخذها ويدحرك ندوبار يبزيو بيوب حويس خاكسر بوغي وكده كنت ندحرك نسيت يخر مسكوحي دوري يبشو ما وسخن يتخذ أشكن شا أو ما كو حتشتخي وس يتخذ حري ما بحث سكوم سنة شيء رفسد يور خاكرتي يسحري وبرتي شزنرج يحزنرج بسبسته. Всегда примерный, вежливый, добрый, грамотный. Таким вспоминают молодого бойца абхазской армии Даура Ахба, чья жизнь оборвалась в возрасте 32 лет. Имена героев навсегда остаются в памяти народа, а их истории передаются из уст в уста. Сегодня имя Даура Ахба носит средняя школа номер 2 в селе Куланрха, в которой он работал до начала войны. Это школа с большой историей, потому что школа наша открылась в декабре месяце 1992 года. Даур Владимирович не смог продолжить работу, так как он вынужден был пойти на войну. И, к великому сожалению, в мартовском наступлении он погиб. Но школа чтит наши все традиции, продолжает его работу. Он очень много смог вложить в эту школу. И мы, я надеюсь, и наше поколение молодое будет достойно продолжать его дело. Единство, боевой дух и заветная мечта о победе морально помогали абхазским воинам не только в мартовском, но и в последующих наступательных операциях. Этим наступлением нам жизнь показала. 5 января наступление было, 15 марта наступление было. Абхазская армия сделала выводы, и в конце концов мы город освободили и всю республику Абхазию освободили. После ожесточенных боев воины абхазской армии вынуждены были отступить на исходные позиции. Многие прошедшие вперед группы оказались в окружении. Отстреливаясь, держались на левом берегу несколько дней и как могли выводили своих раненых товарищей. Мы вытащили вечером, кого можно было, и мертвых, и раненых. Вытаскивали группа абгаховцев, дай Бог им здоровья. Ну, как вы знаете, это попытка была, но неудачная попытка. Ни в одной боевой операции с начала войны абхазская армия не несла таких потерь. Тогда здесь погибли 222 человека, 23 пропали без вести. Гугу Савардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.